На данный момент вот Якутская Осетия приезжает и на каких условиях мусор завозит? Ну, по сегодняшний день они заезжают бесплатно. С завтрашнего дня мы их не запускаем без талонов. Либо оплачивают на месте, либо талончики. А каким образом сформировалась задолженность такая большая? Ну, как-то образовалась по команде сверху. Запускаем бесплатно, запускаем бесплатно, запускаем бесплатно. Все. У нас ресурсы тоже ограничены. Нужно и то купить, и это купить. Топлива не хватает, запчасти не хватает. Бульдозер надо купить. Он стоит, ну, не 10 тысяч рублей. Вот. Ну что, ну и все прочее. Работа полигона неоднократно продлевалась, вот сейчас какая возможность, какие ресурсы? Полигон, значит, открытый в 1972 году, рассчитан на 10 лет, то есть с 1982 года он закрытый должен быть. Но, по идее, он переполненный в несколько раз. Республика пока не дает земельный участок под новый полигон. Сейчас вся земля федеральная, поэтому тут не город решает, а республика должна участок выделить для нового полигона. Поскольку у нас региональный оператор имеет разногласия по существенным условиям договора и не признает утвержденные постановлением правительства Российской Федерации номер 505 о коммерческом учете, то договор согласно 432 Гражданского кодекса Российской Федерации является незаключенным. Таким образом, и к осетям необходимо на общих основаниях приобретать талоны и привозить на захоронение ТКО. Они не согласны с постановлением правительства Российской Федерации номер 505, который там правил коммерческого учета. Там четко написано, в случае отсутствия весов применяется коэффициент. Они с данным коэффициентом не согласны. То есть, получается, законодательством они не согласны, которые от Российской Федерации и республики, а с Российской Федерацией они не согласны. Данное постановление по всей России применяют, у которых нет весов. Тогда получается так, что они, имея задолженность, все время все равно приносили, да? Да. Даже не приобретая талоны, они приезжали, привозили свое ТКО. Их подрядчики привозили. На сегодняшнюю дату, на 12 октября, со стороны регионального оператора, который выступает в лице ООО Якутская Осетия, не урегулирован вопрос с заключением договора на оказание соответствующих услуг, а также накоплением большой суммы задолженности, это более 100 миллионов рублей, в том числе задолженность по займу, которая была предоставлена в 2019 году для осуществления организации деятельности регионального оператора на территории городского округа, принято решение о приостановке. Данное обстоятельство вызвано тем, что на сегодняшний день отсутствует, как я уже сказал, возможность у Жилкомсервис надлежащим образом эксплуатировать непосредственно полигон. Также на сегодняшний день возникают у нас вопросы с финансированием, связанные с получением субсидий со стороны республиканского бюджета по линии агентства субсидия. Это по разнице регулируемых тарифов, которые устанавливаются по вывозу жидкобытовых отходов. Задолженность составляет более 3 месяцев. У предприятия сложилось крайне тяжелое финансовое положение, на которое они в дальнейшем не могут на сегодняшний день эксплуатировать полигон. В связи с этим было принято решение о ограничении завоза мусора со стороны регионального оператора на условиях исключительно на покупке при 100% талонов для завоза мусора. А также, безусловно, должен быть заключен договор на оказание соответствующих услуг. Для горожан, по сути дела, мы надеемся, что это не приведет ни к чему. Региональный оператор обязан вывозить в соответствии с действующим законодательством и санитарными нормами ежедневно мусор. Вопрос в том, что региональный оператор на сегодняшний день должен будет определиться с местом временного складирования данного мусора. На базе у себя, условно говоря, либо в ином месте. Безусловно, это нарушение действующего законодательства со стороны регионального оператора.